направление – это проведение фундаментальных исследований. И второе – это централизованный племенной учет, в первую очередь заводских пород в коневодстве. И для племобъединения как-то больше в ту сторону здесь информации, но тем не менее про все расскажу. Давайте, пока не началось, расскажу, чем институт занимается. Сейчас институт работает по 4 темам государственного задания. Они достаточно тоже традиционные. Первое. Да. Понятно. Первая – это тема по селекции и как раз сохранению генетических ресурсов. Но сейчас мы делаем акцент на следующем. Уже 10 лет, если не больше, мы пытаемся утвердить новую баллотировку в коневодстве в Минсельхозе. И каждый раз мы сталкиваемся, с каждым годом это все настойчивее и настойчивее требование идет. Это то, что и справедливо Минсельхоз говорит, то, что оценка субъективна. Оценка субъективна в чем? В терминологии и в самой методике оценки. То есть, даже если мы посмотрим описание, и действительно так оно и есть. Институт ведет сейчас 22, наверное, породы лошадей, которые в стране разводятся. Мы берем в ориентировке эти 22 пород лошадей. Если человек работал долгое время, как говорят, глаз набил на этих лошадях, для него это все понятно. Но взяв баллотировку человеку, который это первый раз делает, и пойти баллотировать без опытного специалиста, ничего не выйдет. То есть у всех практически пород спина ровная, прямая, ноги сухие, голова средняя, холка высокая, выход холки тоже средний, выход шеи. То есть за этими словами не стоит конкретики. Нам все время об этом напоминают. И сейчас уже второй год институт работает в этом направлении, в том, чтобы максимально уйти от субъективной оценки и проводить баллотировку с использованием искусственного интеллекта, обработки визуальных изображений. Мы делаем и 2D, и 3D изображения, то есть трехмерную съемку и видеоизображение пытаемся накладывать для того, чтобы создать эту систему оценки экстерьера лошадей с минимальным влиянием субъективной оценки экспертов. Так, это значит у нас по селекции. И теперь я уже немножко могу начать. Так, это диктофон. Тут нужно будет, да. Давайте назад. Да, в общем, следующий, пожалуйста. 1 311 000 голов лошадей сейчас в России насчитывается. По сравнению, конечно, с советским периодом, по сравнению, тем более с дореволюционным периодом, по сравнению с советским периодом это где-то в 6 раз меньше. То есть потенциал развития отрасли он достаточно большой, но прирост поголовья мы наблюдаем на уровне 1,5–2% в год, причем в основном это регионы Сибири, Дальнего Востока. Следующий, пожалуйста. Государственный племенной реестр, реестр селекционных достижений, допущенных к использованию у нас в стране. Сразу зачеркнутыми я оставил породы, у которых уже нет, исчезли они у нас в чистом виде, они не разводятся. Красным цветом выделены породы, которые имеют иностранное происхождение, зеленым, соответственно, это наши отечественные селекционные достижения. Их в реестре сейчас 71% пород отечественной селекции. Но реестр тоже, он подвержен некоторой бюрократии,
То есть, ну, видим, что в действующем реестре у нас, ну, сколько там, раз, два, три, 4, 5, 6 вымерших пород до сих пор есть. 8, ну, значит, 8. Вот. Но еще достаточно много пород туда еще просто не внесено. В основном зарубежного происхождения. Следующий, пожалуйста. Ну, сейчас в условиях санкционного давления, понятно, уже официально запрещен ввоз племенных, вообще любых лошадей на территорию Российской Федерации. Вот. Из части международных обществ институт тоже был исключен по ведению селекционно-племенной работы с чистокровной верховой породы лошадей, по испытаниям лошадей арабской породы, по испытаниям рысаков. Но здесь все не так страшно, и достаточно большой генофонд собран. Сейчас нужно грамотно и четко организовать с ним селекционно-племенную работу. Почему все не так страшно? Очень во многом мы зависели от импорта, и всегда был соблазн ввозить лошадей при наличии средств. У нас даже на приз президента Российской Федерации, вот, в прошлом году он не был проведен, а до этого у нас доходил до абсурда, то есть на приз главы страны скакали лошади, привезенные из там, Америки, Ирландии, Великобритании, а наших чистокровных лошадей там не было, по-моему, уже 6 лет, вообще не участвовали они, рожденные в России. Вот. И сейчас как бы есть возможность организовать племенную работу для того, чтобы как бы своих лошадей подтянуть к нужному уровню. Да, это вот как раз о том, о чем я говорил. Довольно много ввезено пород, их, правда, очень немного. Вот датский кнопструпер, этот вот чубарый жеребец, в принципе, не сильно отличается от местных пород лошадей, но там была проведена многолетняя селекция по спортивным качествам. Они достаточно хорошо в классических видах конного спорта участвуют. И мы считаем, что их вполне можно использовать для создания каких-то пользовательных селекционных достижений. Ну, даже для того же верхового, например, направления, скакового направления, немного облагородить, придать спортивных качеств местному поголовью тоже не помешает. То есть порядка 10 пород у нас сейчас есть представители в России. Сейчас они не могут как бы записываться в свои племенные книги за рубежом, и поэтому они, в общем-то, вполне в отечественную селекцию могут влиться и тоже там работать. Ну, следующий. Ну, вот это, наверное, теперь к нашим породам лошадей. Да? Ну, это символ вообще, наверное, российского коневодства, Орловский рысак, следующий. Вот через 4 года мы будем отмечать ему его, вот, господи, 4, да, все правильно. Будем отмечать 250-летие породы. Вот. Раньше, конечно, он использовался для улучшения местного поголовья. Сейчас такой задачи уже практически не стоит. Лошадь достаточно резвая и востребованная на ипподромах. То есть она больше для пользовательских целей применяется. Следующий. А вот тут вот теперь мы подходим к тому, почему институт занимается и будет заниматься в приоритете табунным коневодством. Да? То есть в Центральном федеральном округе и в Северо-Западном федеральном округе, несмотря на то, что по стране численность лошадей растет, там она в половину сократилась за 10 лет. Почему? Потому что нет, во-первых, экономической основы. Сейчас у нас система ипподромных испытаний, она не подкрепляется, не субсидируется, а испытания эти являются обязательным селекционным моментом. На это приходится хозяйствам тратить достаточно много денег, средств, и
конечно, это их вгоняет в некоторое вот такое отрицательную экономику. Следующий. И еще один момент, чем коневодство у нас там в центре, скажем так, отличается от табунного. Да? Опять основной смысл во всем в экономике. Вот 16 пород, которыми институт традиционно занимается, и отечественной, и зарубежной селекции, общее число лошадей, которые официально прошли все процедуры по регистрации, вот меньше 10 тысяч голов лошадей. Туда можно добавить еще горские две породы, кабардинскую и карачаевскую. Ну, там тоже где-то, если все вместе считать, где-то 12-12,5 тысяч голов будет. И из этого числа 38%, меньше 38% представлено племхозяйствами, лошадьми в племхозяйствах. А именно они только могут рассчитывать на получение какой-то поддержки от государства. Остальные, соответственно, там 63%, они государственной поддержки и региональной поддержки они не получают. Но очень часто оказывается, что лошади вот этой группы, они по качеству даже превосходят тех, которые в племхозяйствах у нас разводятся. И сейчас вот Минсельхоз, кстати, сейчас идет вообще на беспрецедентные меры для редких пород лошадей, снижают численность, минимальные требования к численности до 5 голов кобыл, даже без жеребца могут содержать, если это ценная порода, если это ценное поголовье, и рассчитывать на получение государственной субсидии. Но, опять же, вот если сравнить с поголовьем лошадей здесь, в республике Саха-Якутия, да, то есть 182 тысячи только здесь, и вообще всех, скажем так, культурных заводских пород поголовья всего 10 тысяч. То есть вот очевидно, что, несомненно, надо сохранять и тот генофонд, но поле для развития, поле для деятельности, оно за табунным коневодством в любом случае. Следующий, пожалуйста. Здесь даже останавливаться особо не буду, это, в принципе, график повторяет эти данные. Давайте следующий. По затратам, то как раз о чем я говорил. Первая таблица – это лошади, которые испытываются на ипподромах. Сейчас средняя ставка субсидии в 2021 она не сильно изменилась, то есть не выросла точно. Составляет чуть больше 9 тысяч рублей на конематку. При затратах без испытаний на ипподромах 25 тысяч рублей. А если брать еще испытания, среднее значение это где-то 55 тысяч рублей. То есть далеко не покрывают расходы государственные субсидии на поддержку коневодства ипподромных пород. Это вот следующая таблица, это лошади, которые на ипподромах не испытываются, но относятся к заводским. Буденовская, Донская, Терская, другие породы. Причем среди них очень много малочисленных, некоторые там осталось порядка 200 маток вообще в мире. Так, следующий. И вот переходим к местным породам лошадей. Здесь, конечно, далеко не все. Вот две породы у нас, вятская и мезенская порода лошадей. Чудом сохранили их при участии института, разрабатывали мы программы сохранения, реализовывали их, следили за исполнением. Сейчас вятской породы около 600, наверное, голов маток есть. Мезенской, правда, намного меньше, около 200 голов маток, но тем не менее. И основное, конечно, это сохранение чистопородности, без прилития крови других пород, их развода. Следующий, пожалуйста. Здесь всем известные селекционные достижения. Скажу сразу, что все последние с 99 года, с
1999 года все селекционные достижения, они были только в области табунного мясного коневодства. То есть по направлению повышения продуктивности лошадей и по типизации в отношении, вот опять же, янского и колымского типов якутской породы. Так, следующий, ну это мы сейчас пробежим их быстренько. Вот, следующий. Вот. Ну, кроме вот этих известных селекционных достижений, в то же время у нас был создан целинный внутрипородный тип калмыцкой породы лошадей. Сейчас начали работать по, ну, заканчиваем, вернее, работать по двум бурятским, забайкальскому и бурятскому внутрипородным типам. Ну, это опять же только продуктивность. Вот. Это вот как раз то, о чем мы говорили, то есть с 80-х годов институт начал собирать электронную базу данных. Сейчас она доступна в интернете, но для заводских пород лошадей. Другим вот таким последним примером, сейчас мы еще сделали, адаптировали ее для табунного коневодства и выставили базу тувинской породы лошадей, то, что в экспедиционных обследованиях материал собрали. То есть, в принципе, база рабочая, ее можно модернизировать под нужды конкретные. То есть, вот тоже мы такую предлагаем работу, можно начать по созданию, заполнению базы по коневодству Республики Саха-Якутия. Так, следующий. Ну, это вот примерно как оно работает. Раньше была опасность потери данных, сейчас они все в сервере хранятся, и, в принципе, удалить их каким-то физическим образом не получается. То есть они вот, ну, и опять же, что хорошо, доступны, ну, всем заинтересованным пользователям для работы. Упростилась система. Следующий. Ну, немного тоже о табунном коневодстве. Если смотреть с 2008 года, отрасль вошла в статистическую отчетность, и здесь, конечно, ну, немножко выбивается только Республика Тыва, но это не от того, что они очень там хорошо работали по воспроизводству лошадей, они просто раньше не показывали в отчетности свое поголовье, потом резко его показали, поэтому такой огромный прирост. А так отрасль развивается. Следующий, пожалуйста. Вот. Ну, очевидно, что в большинстве регионов производство конины, оно значительно дешевле, чем производство говядины. И, конечно, это определяет перспективы развития табунного коневодства. Следующий. Так, ну все, в селекции тогда мы остановимся чуть-чуть. Тут тоже буквально картинки не очень понятные, но расскажу, чем занимаемся. Лаборатория генетики института, она была создана в 1977 году и традиционно занималась контролем достоверности происхождения. В последние годы по микросателлитам, по СТР-локусам, но, как выяснилось, для такого совсем уж четкой оценки сходства пород, генетических отношений между породами требуется уже большее количество локусов. Мы сейчас перешли к геномной оценке, работаем и по госзаданию в этой теме, и по гранту Российского научного фонда. Работы, правда, мы тоже проводим на базе Центра коллективного пользования Института животноводства, но физически нашими сотрудниками научились уже и анализы проводить, и обработку делать. То есть здесь примерно 75 тысяч маркеров оценивается, и мы достаточно хорошо сейчас не только породы между собой можем дифференцировать, но и отдельных животных. Здесь, вот, к сожалению, нет этого слайда. То есть мы проводим индивидуальный анализ и можем по временам, по времени
прилития крови уже определять и породу, которая была прилита, и вплоть до того, что конкретного даже жеребца там можем определить, когда это случилось. Так, следующий, ну давайте, да, это в принципе тоже то же самое все у нас, по полногеномному анализу база. Сейчас буквально вот мы добавим новые данные по археологическим образцам. Сейчас мы еще привезли 3 новых образца, и тогда уже тоже оформим в виде совместной публикации по археологии именно вот разных географических находок на территории Республики Саха-Якутия по лошадям. Следующий. И да, по воспроизводству. Воспроизводству, давайте следующий. Здесь надо будет его пощелкать, потому что он начинается как-то странно. Да, еще можно щелкать. Вот. То есть в 1952 году начали замораживать, в 1954 первый раз осеменили, ну, замороженной спермой, получили жеребную кобылу. Да, там можно щелкать, там как-то вот странно слайд этот сделан. Вот. Оценка спермы тоже была уже достаточно давно разработана. Среды, методика, то есть все это привело сейчас к тому, что мы зарегистрированы как официальная коллекция генетических ресурсов. Правда, финансируется она не финансируется. Один год как-то было финансирование, потом про это забыли. Но тем не менее работу продолжаем. Сейчас у нас и от якутских жеребцов есть сперма в банке, ну и от, наверное, где-то порядка 27-30 пород других. И, конечно, это тоже очень мощно можно использовать в селекции. Некоторые образцы у нас хранятся 40 лет уже, и мы от этих 40-летних образцов получаем жеребят живых, возвращаем как бы тот материал в селекцию. Да, еще можно щелкать, здесь тоже оно потихоньку выйдет. Вот, да, наверное, все, ага. Вот. Ну, основными направлениями сейчас поиск генетических маркеров кривокомпетентности у жеребцов идет. В 1981 году у нас разработан метод нехирургической трансплантации эмбрионов. Следующий, в 2012 году создана наконец-то такая устойчивая технология замораживания и пересаживания тайных эмбрионов, получения жеребят от них. Следующий. Ну пусть пока вот это постоит. То есть, ну сейчас мы уже работаем не с эмбрионами больше, а с ооцитами, с культивацией ооцитов, и пытаемся их, пытаемся их тиражировать и работать уже с этим материалом. Освоили методику аспирации ооцитов, то есть оборудование закупили. В этом направлении тоже работаем. Здесь что нужно делать и вместе нужно делать, это абсолютно точно. Метод, хороший метод, он наш, опять же, он позволяет полностью вот от всего зарубежного оборудования отказаться. Наши люди выезжают, они просто в поле намораживают эту сперму жеребцов, привозят элементарное оборудование с собой и работают. Но вот сейчас нужно как-то всем вместе подумать, как это эффективно использовать в таком коневодстве. Сегодня тоже мы вот с Григорием Васильевичем долго сидели, обсуждали это, и в университете пытались как-то вместе подумать. Но традиционные методы работы, они неэффективны именно в условиях такого коневодства. Нужно адаптировать там систему оценки прихода в охоту кобыл, система там, осеменения самого, потому что может быть работать с препаратами какими-то там седативными, неседативными. То есть сейчас и травмоопасно, и малоэффективно, поэтому
Здесь прямо надо в ближайшее время какие-то техники именно разрабатывать, которые позволят широко применять метод в табунном коневодстве. Вот. Это я, значит, рассказал про генетику, это отдельное у нас направление, про селекцию рассказал, про воспроизводство в целом рассказал. По воспроизводству у нас две темы. Две темы – это по направлению, по женскому, соответственно, по мужскому занимаются у нас специалисты. Но, кроме того, мы занимаемся еще, по крайней мере, тремя направлениями. Первое – это экономика отрасли. Вот сейчас очень сложный период, как вот уже видно было, да, то есть нужно широко интегрировать коневодство, лошадь, табунную, кстати, в меньшей степени, а вот этих заводских надо их в реальную экономику интегрировать. Система ипподромов, на которую там акционерное общество возлагали надежды по развитию вот именно экономической поддержки, что-то она не сильно сработала. Вот, и такой вот ценный генофонд, он остался нужным, востребованным, но экономически не подкрепленным. Поэтому вот, исследования экономики, они проводятся. Второе направление – это исследование физиологии. Физиологии и в первую очередь физиологии высшей нервной деятельности. Это тоже полезно и в табунном коневодстве, как жеребец держит косяк, как взаимодействует с другими жеребцами. Много очень вопросов интересных по физиологии именно нервной деятельности, высшей нервной деятельности и по физиологии нагрузок. Мы еще целое направление открыли на базе в Нальчике экстремальных нагрузок, когда лошади там проходят 10 тысяч километров переходы, когда они там грузы очень тяжелые тянут, пока это достаточно острые опыты, но пока их можно проводить. И третье направление, конечно, это связано с цифровизацией, и не только племенного учета. Очевидно, что вот база, если она с 1982 года руками набивалась, там ошибок достаточно много. И тоже подключаем сейчас технологии искусственного интеллекта для того, чтобы чистить вот эти все ошибки без того, чтобы специалистов целые отделы туда привлекать. Вот. В целом вот так все, наверное, уже и так долго говорил. Спасибо за внимание. Если вопросы какие-то будут, то отвечу. 2-3 человек имеем право принимать. И действует диссертационный совет, функционирует. Но опять же, в этих вот всех условиях реформации действует у нас четко до конца сентября, до начала октября. А дальше уже будем смотреть по одной специальности. Мы, скорее всего, без проблем продлимся по генетике, разведению и по этой специальности. А вот по частной зоотехнии, наверное, будет сложновато. То есть вот если вдруг кто-то по этому направлению надумает защищаться, то это будет у нас до сентября. А дальше гарантировать не можем. Недавнее исследование, вот я тут записал. Какова вероятность, что типы вот наши какие-нибудь или породы могут их упразднить из-за этого? Да. Если вдруг там будет что-то совпадать, да, там, у коренного, например, там с верхоянским, не могут. Точно, абсолютно. Я думаю, что тут закон обратной силы не имеет, во-первых, а во-вторых, вот требования по оценке селекционных достижений вообще селекционных достижений в животноводстве. Сейчас же новый порядок апробации, создания апробации утверждается. Правда, он утвержден формально в 2020 году, но до сих пор все государства Евразес его еще не подтвердили. А там, когда его утвердят, тогда будет обязательное требование по генетической
сопровождению генетическому создания селекционного достижения. А до этого же требований этих не было. То есть даже то, что мы эти данные давали по там, микросателлитам, по группам крови, это, в принципе, наше было, наше желание. Могли бы и не давать. То есть, так вот. А и вот такой вопрос еще. А вы искусственно осеменяете, ведь как бы и процент успешного осеменения там какой, какие там проблемы? Если двойни там часто у вас повреждения? Осеменять осеменяем. Но основная проблема процент осеменения от искусственного. Ну, у нас, если специалист занимается, больше 60 получается даже. Если отдаем просто материал, то, понятно, мы ничего тогда не гарантируем, но порядка 50% получается. Основные проблемы сейчас тоже целое направление, но оно практически закончено. Тут Людмила Федоровна Лебедева работала. Очень много кобыл с гинекологическими заболеваниями, с проблемами. Опять же, когда приходят искусственно осеменять, в первую очередь, когда вот тут кобылы естественным путем не получается, да, а это уже понятно, у нее что-то там, есть проблемы изначально, поэтому и процент такой небольшой. А с двойнями, кстати, в последние годы, буквально до 3 года, наверное, регистрируем, что двойн стало больше. И с одной стороны, конечно, плохо, потому что не все двойни хорошо заканчиваются, но есть и случаи, когда оба же ребенка примерно одинаково развитых рождаются и вытягивают их, то есть повышают так вот этот процент благополучной выжеребки. Спасибо. Так, пожалуйста, еще есть вопросы? Диссертационный совет по какой специальности частная из этих нет? По двум. По двум, да? Вот как все время забываем, как называется специальность, по которой сам защищался. Вот раньше она была генетика, селекция, разведение сельскохозяйственных животных. Сейчас она по-другому называется как-то. Это вот, которая шла. И частная из этих нет? И частный затишнее второй, да. Так, еще у кого есть? Нам остается, значит, поблагодарить Александра Михайловича, и, значит, всех коллег, значит, я предлагаю нас плодотворного. Нам это только предстоит. Я вот сейчас вернусь к себе и тоже будем проводить метод. Запланировано, по плану нашего, скажем так, внеочередного методического совета, да, я предлагаю, значит, заведующим лабораторией коротко, значит, по животноводству, заведующий по животноводству, коротко выступить, рассказать, значит, тематический план, что делаем в эти, значит, годы. И дальше, значит, Александр Михайлович тоже, значит, выступит по своему институту. Для того, чтобы, значит, коллеги как бы настроились, наверное, начну я с нашей лаборатории. Микрофон, я думаю, надо, не надо. Не слышно? Ого. Тогда тут как? Слышно, нет? Значит, это по нашей лаборатории, да? В лаборатории у нас, значит, работает 7 научных сотрудников. Мы, значит,
по двум направлениям работаем. Значит, первое направление – это селекция, селекционная, значит, работа. В общем-то, тут селекционное направление значит, ведем мы с Владимиром Гаврилевичем. Ну и, значит, как бы универсально у нас мы так работаем. Ну и второе направление – это, значит, по технологии содержания и кормления лошадей. Ну, так мы начали работать уже давно. В общем-то, у нас 2 лаборатории были-то с самого начала. Значит, лаборатория селекции возглавлял Алексеев Николай Дмитриевич, вы знаете, Александр Михайлович. Вот и, ну и вторую лабораторию, значит, возглавляю я давно. Что по селекции, да? Ну, по селекции, Александр Михайлович, вы уже знаете, в общем-то, мы сейчас занимаемся, значит, значит, нашим основным коренным типом. Работа идет о хоробут, уже давно идет. Это племенное предприятие организовывали мы сами, значит, в 98 году. И с 98 года там идет планомерная работа по усовершенствованию коренного типа лошадей. В основном этим типом и этим хозяйством занимается, значит, Владимир Гаврилевич. Вот он недавно приехал, был в этой хозяйстве и еще должен выехать по, значит, оценке кондиционной устойчивости. Ну и по технологии кормления и содержания лошадей я возглавляю группу, значит, ну, хорошо, что это по этому направлению у нас вот совсем недавно, значит, мы как бы заимели своих лошадей, наконец-то. До этого мы постоянно, значит, ходили с протянутыми руками к хозяйствам, договаривались, ну, плохо или хорошо, но вели работу. А сейчас у нас есть определенная группа лошадей, где-то 150 голов лошадей, и у нас есть, значит, возможность провести практически любые опыты, любой длительности, ну и даже вести работу, значит, скажем так, ну, острые опыты, да. Ну, пока до острых опытов мы еще не созрели, но в планах есть. Александр Михайлович, мы по этому поводу мы с вами разговаривали. Если так получится, что мы, если, значит, будем еще как бы сотрудничать с Институтом физиологии, биохимии и питания, то мы могли бы, значит, вместе с вами, вы у себя там в институте, у вас тоже есть лошади, ну и у нас, значит, ну, мы могли бы поставить, в конце концов, вот эту фистулу слепой кишки. Ну и, значит, в институте коневодства такие опыты проводили, я знаю, этот Угатчиков Серафим Тимофеевич, у него очень хорошие, интересные, значит, данные получились там по оптимальному уровню, значит, клетчатки, значит, для лошадей. Но мы могли бы, значит, в этом направлении тоже работать. Есть обзор, значит, директора, бывшего директора Института коневодства профессора Кошарова Антона Николаевича и профессора Соколова по, значит, по лимфатическим, ну, по лимфатическим, значит, лимфатическому питанию. У них, значит, была там, ну, описывается гипотеза, что это вот, ну, достаточно неизученное, ну, вот направление, значит, изучение вот этого лимфатического питания, то есть жирового обмена, вообще жирового обмена лошадей. Ну и очень интересно,
для вот якутских лошадей, да, особенно интересно вот изучение вот жирового обмена лошадей якутской породы. И вообще, мне кажется, нетронутым полем остается витаминное питание. Ну и табунных лошадей, ну и, значит, по последние годы время, значит, для спортивных лошадей, значит, по изучению витаминной обеспеченности и по биохимии, вообще, значит, обеспечение витаминами тоже исследований Российской Федерации мало. Вот. Ну, значит, ну, нами разработаны несколько, значит, рецептов кормовых добавок для лошадей якутской породы. Далее мы, ну, я могу, конечно, долго говорить по этим направлениям, но, наверное, я не буду. Ну, вот мы уже наметили, да, вот по селекции, сейчас по коренному типу работаем, ну и работаем по созданию, по регистрации, значит, индигирского типа. Вы это хорошо знаете. Наш отчет лежит у вас. Надеемся, что это мы все-таки вот это дело до конца доведем. Хорошо было бы это дело, значит, зарегистрировать индигирский тип. В этом году, значит, ну, исполняется 100 лет образования нашей республики. И это я передаю просьбу нашего директора Владимира Валерия Николаевича. Он сейчас в командировке. Вот, он, значит, по этому вопросу, значит, заниматься плотно, ну, для того, чтобы вот в этом году, юбилейном году, значит, вот зарегистрировать этот индигирский тип. Ну, все дело остается, значит, скажем так, в этой части. Вот вы рассматриваете, я знаю, значит, документы сейчас находятся у академика Калашникова. Ну и мы надеемся, что это вы доведете дело до конца. Ну, вот таким образом, значит, по коневодству, да. И сейчас, пожалуйста, значит, как обычно, начнем, наверное, со скотоводства. Варвара Васильевна, пожалуйста. Заведующий лабораторией селекции и разведения крупного рогатого скота Романова Варвара Васильевна, пожалуйста. Добрый день. Наша лаборатория селекции и разведения крупного рогатого скота. В лаборатории работает 9 сотрудников. И лаборатория, так же, как и вот, как у Григория Васильевича, у нас по 2 направлениям тоже. По направлению селекции и по направлению технологии содержания крупного рогатого скота. Ну, первое направление по селекции и разведению возглавляет Романова Варвара Васильевна. По второму направлению у нас руководитель, ведущий научный сотрудник нашей лаборатории Николаева Наталья Афанасьевна. Ну, она здесь, и она, значит, свое направление еще подробно расскажет после меня. Ну, в этом году наша лаборатория работает в рамках комплексной темы разработать методы рационального использования генофонда животноводства и местных биоресурсов для устойчивого развития Арктики и северо-востока России. И в рамках этой комплексной темы мы, значит, тоже вот эти 2 направления, они как подтемы идут. Первая подтема – это провести оценку биологических особенностей завозных пород. И вторая подтема – это изучить способы оптимизации и усовершенствования рационов сухостойных коров с использованием кормовых средств нового поколения. Ну, актуальность тематики исходит из того, что последние годы, особенно вот в свете последней ситуации, да, но в целом в животноводстве приоритетным направлением является сохранение не только генофондных, но и отечественных пород крупного рогатого скота, вот Сементальской, Холмогорской. И в нашей республике тоже вот приоритетным направлением селекционно-племенной работы является
Но мы считаем создание собственной племенной базы целью, значит, минимизировать риск завоза разных инфекционных заболеваний на территории республики и повысить конкурентоспособность и доступность, значит, местной продукции. Но так, еще тут можно сказать, что породообразование вообще, породообразовательный процесс в экстремальных условиях, конечно, усугубляется рядом объективных факторов среды обитания и технологий разведения животных. Но это общеизвестно природно-климатические условия, зимнее стойловое длительное содержание и дефицит, биологическое неполноценное скормление животных при зимнем содержании. И исходя из этого приоритетом является направление создания желательного типа крупного рогатого скота. И в этом направлении немного работы сделано в нашей лаборатории в рамках госконтракта Минсельхозом. Она выполнена, значит, по этапам дорожной карты и выполнена определенная работа. Сейчас продолжается анализ генеалогической структуры стад как генетического фактора разведения скота. Также организована экспедиционная работа по сбору биоматериалов по хозяйствам Центральной Якутии и Вилюйской зоны. Выполнены исследования по характеристике аллела фонда маточного поголовья на основе анализа полиморфизма СТР-маркеров, совместно на базе Центра коллективного пользования ВИЖа. Также проведено экспедиционное обследование хозяйств Центральной Якутии, Вилюйской зоны и оценка скота по количественным и качественным признакам. Но эта работа у нас продолжается в рамках госконтракта. В рамках научно-исследовательского работы по комплексной теме проводится работа. И актуальность этого года, 2022 года научно-исследовательской работы исходит из той проблемы, что сегодня стоит проблема, стоит ли увлекаться завозом культурных пород или же придерживаться направления разведения местных пород скота, потому что до сих пор, до сегодняшнего дня в нашу республику продолжается завоз скота разных пород из других регионов России, из сибирского региона, из центральных регионов. И в свете этого возникла такая проблема. Но тем не менее мы считаем приоритетным направлением направление создания желательного типа скота. Ну и вторая подтема у нас, которую ведет Наталья Афанасьевна, там актуально изучение применения экологически безопасных средств животноводства, в частности ценных кормовых добавок в форме болюса для гарантированного обеспечения животных в период сухостоя необходимыми микроэлементами с целью предупреждения гипомикроэлементозов. И поставлена цель исследований, для решения цели определены задачи. И данная работа проводится по календарному плану. И может продолжите, Наталья Афанасьевна, да? Или так. На 22 год выполняется следующее направление исследования. В этом направлении это определение содержания питательных минеральных веществ, установление их дефицита в кормах, изучение эффективности влияния кормовой добавки в форме болюса Dry Plus на обмен веществ, на зоотехнический анализ сыворотки крови, на биохимический анализ, проведение физиологического опыта по переваримости питательных веществ рационов и по использованию энергии, также изучение эффективности кормовых средств нового поколения на микробиоту кишечника сухостойных коров. Вкратце так. В этом направлении работает наша лаборатория. Дальше, традиционные отрасли, скотоводство, коневодство, и северное домашнее оленеводство. Пожалуйста, Николай Васильевич,
Винокуров, доктор ветеринарных наук, пожалуйста. Лаборатория оленеводства и традиционных отраслей. В лаборатории работает 7 научных сотрудников. Лаборатория ведет 2 научные темы. Это первая тема по селекционно-племенной работе в горно-таежной зоне ведения оленеводства. Да? То есть выведение нового типа, горно-таежного типа эвенской породы домашних северных оленей. И второе направление работы – это северное пчеловодство. Да? Ведет руководитель, доктор ветеринарных наук. Он как раз, у него имеется своя пасека, да? Частная пасека в селах Атасы, содержит около 20 ульев, пчелосемей. И с этого года пчеловодство считается новой темой, да, новое научное направление. И с этого года только включили в традиционные отрасли новые госзадания. И будет работать 3 сотрудника. 2 сотрудника, уже новые сотрудники, уже включены, да, включены в штат по совместительству. И у Вселенского есть в Мархе также около 60 пчелосемей, да, пасек имеется. И 1 сотрудник молодой, как раз он будет заниматься научными исследованиями. И наша задача по оленеводству, да, по селекционно-племенной работе, это, конечно же, это изучение и выведение нового типа горно-таежной зоны северного домашнего оленеводства. Мы работу проводим, в этом году планировали в горно-таежной местности, да, в районе это Аймеконский район, полюс холода, и Эвено-Бадантайский район. То есть эти районы считаются горно-таежными зонами ведения. Но у нас в республике Саха-Якутия имеется 3 породы, да, 3 породы домашних северных оленей. Это эвенкийская, эвенская и чукотская. Более-менее эвенкийская считается наиболее самой многочисленной, потом идет эвенская, да, и эвенская порода у нас в Якутии считается более как древний, да, более исторический, как раз горно-таежный тип. Это горно-таежный тип у нас, это, если считать во всей Российской Федерации на территории, да, это горно-таежный тип, получается в Якутии как-то единственный, да, Ямало-Ненецкий округ, да, Республика Коми и другие субъекты Российской Федерации, это у них в основном эти олени как эвенкийского характера, да, а горно-таежный тип, горно-таежный тип это северного домашнего оленеводства, это уникальный, да, это уникальная порода у нас на территории Российской Федерации. Если сравнить, посмотреть, то в отличие от эвенкийской, да, чукотской породы, у них копыта, это отличается, да, у них копыта более жесткие, да, шерсть более жесткий, как раз обитает, популяция у них находится на полюсе холода, да, где зимой градус достигает то минус 60, рекорд минус 70, это в Аймеконе, да, из-за этого у них кожный покров более плотный, да, толстый, шерсть более обильный, да, и так далее. Есть уникальность в этом. И в связи с этим, на территории тип, как раз чукотский тип, да, чукотская порода, у них внутри породы есть, последние годы утвердили даже 7 типов. Еще чукотская порода считается самым многочисленным, то есть малочисленным, да, в отличие от эвенкийской и эвенской. В связи с этим у нас также есть, с Серворием Васильевичем в этом году как раз они планируют индигирский тип-то, но мы у нас планируем как бы по образцу, да, по образцу пакета документов, да, как составлять, как оформить, посмотреть, да. У нас тип не в этом году, у нас тип, получается, с прошлого года только начинали работать, да.
У нас есть в перспективе в плане вот, утвердить, да, и вот новый горно-таежный тип эвенской породы. У меня все. Спасибо, Николай Васильевич. Тут возникает, вот я вот сейчас сидел, да, и вот мне как-то показалось, что вот название вашей лаборатории, да, от традиционного к растительному, между тем у вас, значит, по пчеловодству, значит, в тем плане есть, может быть, название лаборатории как-то более похожее. Пчеловодство, вот это традиционная отрасль севера, оказывается, входит в пчеловодство. Пчеловодство? Да. Традиционная отрасль севера? Да. Ну, соприкасается. Не знаю. Ладно, и еще вот по копытам эти измерения, определение плотности копыт делали, нет? И по кожно-шерстному покрову тоже, видимо, надо. Нет, только. А? Только планируем. Ну вот надо где-то. Вот эти плотность этих копыт измерить, шерсть там, все эти вещи надо измерить. Так, у нас еще есть, значит, лаборатория физиологии и воспроизводства сельскохозяйства на животных, значит, Варвара Анатольевна, пожалуйста. Значит, это кандидат сельскохозяйственных наук. Биологических, извините. Кандидат биологических наук. Извиняюсь. Добрый день, уважаемый Александр Михайлович, уважаемый Григорий Васильевич и члены научно-методического совета, приглашенные. Разрешите доложить тематический план нашей лаборатории воспроизводства и физиологии животных. Это относительно, по сравнению с другими лабораториями, совсем новая лаборатория, вновь созданная. Она создана только в 2020 году. Но, несмотря на такой короткий срок, у нас уже имеются очень хорошие заделы и результаты промежуточные. Лаборатория воспроизводства, все здесь сидящие понимаете, что такое воспроизводство в животноводстве. Это одна из основных направлений, которая напрямую связана и с селекцией, и напрямую связана с производством продуктов животноводства. Мы занимаемся фундаментальными вопросами изучения проблем воспроизводства в северном животноводстве. Это, в частности, изучение особенностей репродукции животных в условиях североарктической зоны. Что здесь нужно сказать? У нас в госзадании сидит тема разработать методы, провести оценку биологических особенностей местного якутского скота. Это совместная работа с лабораторией селекции и скотоводства. Здесь в 2021 году мы получили достаточно интересные данные. Мы об этом докладывали в субботу. Я повторяться не буду. Но даже в плане того, что с точки зрения функционирования репродуктивной системы по якутскому скоту у нас практически это белое пятно, да? То есть даже анатомоморфологические особенности половых органов не описаны нигде мы не нашли таких материалов. И по нашим результатам получается, что яичники у взрослых полновозрастных коров, они на порядок меньше, чем у других пород, представителей других пород. Хотя производственное использование якутской породы коров даже длится до 19-20 лет, и при этом они ежегодно исправно приносят приплод. Поэтому здесь в этом отношении необходимо, конечно, исследовать с тем, чтобы потом применить уже в селекции. Да? Далее у нас еще идут исследования по совершенствованию и внедрению в производство современных репродуктивных методов. Сотрудники нашей лаборатории, часто по приглашению хозяйств или по собственной инициативе ездят по хозяйствам в районы, в улусы, пригороды города Якутска и проводят научно-методическую консультацию, помощь по применению современных репродуктивных методов. В частности, у нас почему-то в хозяйствах бытует мнение, что ультразвуковое исследование можно проводить только для диагностики
стельности животных, коров в частности. Но наши сотрудники показывают очень достаточно широкий спектр применения УЗИ-аппаратов, в частности, это по диагностике и исследованию особенностей половой системы животных, в частности, функционирования яичников и так далее. То есть здесь уже специалисты хозяйства, они уже очень хорошо применяют в последнее время. Далее, исследование показателей спермопродукции животных при разных условиях хранения и криоконсервации, разработка сред для разбавления, замораживания, санации спермопродукции. Ну и второе направление – это у нас физиология животных, то есть изучение физиологии животных при различных технологиях содержания и кормления. Здесь нужно сказать, что у нас в госзадании есть тема по овцеводству. Это новая скороспелая отрасль для нашего региона, хотя опыты разведения овец были и до революции, что отмечено в публикациях, в работах, в ретроспективе, если посмотреть. И в 50-х, 60-х годах также были работы по овцеводству именно в условиях Якутии. Здесь у нас тема стоит разработать технологию содержания и кормления овец маточного поголовья в условиях Якутии, изучить биологические особенности организма гибридов первого поколения, провести оценку роста и развития животных. Мы с 2013 года ведем работу по гибридизации в овцеводстве. И домашняя овца с диким снежным бараном, с чубуком. Здесь в полевых условиях мы провели извлечение эпидидимального семени, не спермопродукции, а семени, и заморозку его, и притом с эффективным его использованием при помощи метода лапаротомии, то есть вживание семени в яйцепроводы овцы, и получили гибриды первого поколения и второго поколения. Сейчас ведется работа как раз-таки по применению адаптивной технологии овцеводства в условиях Якутии. То есть мы здесь уже довольно-таки имеем большие хорошие материалы по кормлению овец, по содержанию овец в разные сезоны. Так, кроме того, у нас есть очень хорошее достижение. В этом году мы выиграли региональный грант Российского научного фонда на 3 года по теме изучения особенностей видового разнообразия эндобионтных инфузорий растительноядных млекопитающих северных и арктических территорий. Надо сказать, что эта работа несет очень такой фундаментальный характер, потому что таких широкомасштабных работ, которые мы перед собой поставили, еще не было проведено. Здесь охват идет не только домашних сельскохозяйственных животных, но и диких копытных нашего региона. И на 3-й год у нас будет очень хороший прикладной выхлоп, то есть применение возможного метода переноса эндомионтных инфузорий диких животных или местного якутского скота для культурных пород животных. То есть это тоже очень имеет такое хорошее начало. Ну и по подготовке кадров в этом году мы взяли 2 аспирантов по коневодству и по скотоводству. Это по шифру специальности, в частности, технология производства продуктов животноводства. Ну, возможно, она уже у нас будет в следующем году новая. Это, в частности, технология приготовления кормов и производства продукции животноводства. У них тема практически также лежит в основе направления нашей лаборатории. У одной оценка и коррекция элементного статуса дойных коров в условиях Якутии. Вы знаете, что кормление животных, вот сейчас передо мной выступали, сказали, что очень большая проблема по несбалансированности именно по минеральным макро-микроэлементам.
кормления животных, то есть у нас имеется достаточно большой дефицит. Мы, когда вот проводили внедренческую тему по кормовым добавкам, исследовали все те кормовые добавки, премиксы, которые у нас в регионе в продаже можно купить, и оказывается, что они содержат достаточно маленькую концентрацию, то есть разработанную именно для тех каких-то регионов Центральной России, страны, которые восполняют именно их нужды. А у нас Якутия — это достаточно такой, с точки зрения географической провинции, она очень такая, имеет очень большой дефицит по некоторым определенным именно веществам, и концентрацию нужна достаточно. У нас обеспеченность где-то составляет всего от 10-15% по некоторым элементам. И в связи с этим вот оценка и коррекция элементного статуса дойных коров, и у второй темы изучение элементного статуса доборных лошадей при круглогодичном содержании в условиях Якутии, это тоже мы считаем, что очень актуально, поскольку наши лошади, они практически единственные в мире и имеют вот такую уникальную технологию, что они круглогодично тебенеют, добывают себе корм, и здесь вот как раз-таки изучение минерального статуса тоже этих животных очень актуально по сезонам года, особенно в зимнее время. Поэтому вот наша лаборатория, она очень хорошо, думаю, вот с этим справится. То есть у нас в основном направление работы касается самых таких актуальных, одних из актуальных вопросов воспроизводства и физиологии животных. Без понимания физиологии, если мы не знаем, насколько, на каком уровне, как идут физиологические процессы в организме животных при их воздействии разных биотических, абиотических факторов, то мы технологии совершенствовать не можем. Ну все, спасибо. Коротко так. Сейчас, значит, слово передадим научному руководителю исследований по переработке сельскохозяйственной продукции, значит, Валентина Антоновна Сергеева, кандидат сельскохозяйственных наук. Тоже биологический. Извиняюсь, я что-то периодически я говорю. В нашей лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов работают всего 3 научных сотрудника и 1 инженер по биохимическим анализам. В этом году у нас планируется 1 защита кандидатской диссертации нашим сотрудникам. Уже на финишной прямой, можно сказать. Это будет как бы наше тоже небольшое достижение. Проблема нашей лаборатории состоит в том, что мы уже больше года работаем без заведующего. Как-то этот вопрос никак не сдвигается с места. Хотелось бы, чтобы наконец-то нашу лабораторию наполнили заведующим. И с этого года у нас абсолютно новая тема. Это изучение пищевой и биологической ценности дикорастущих ягод арктической зоны нашей республики. До этого нами были изучены мясная и молочная продукция табунного коневодства, северного оленеводства, а также пресноводные рыбы рек Якутии. По проделанной работе нами создана база данных и выпущены несколько монографий. В этом году мы планируем охватить 3 арктических улуса. Это Момский, Булунский и Анабарский улусы. Самыми распространенными в промышленных масштабах ягодами в этих улусах дикорастущими ягодами являются голубика, морожка и частично красная смородина. В связи с этим у нас стоят такие задачи в этом году текущем. Исследование биохимического состава и пищевой ценности дикорастущих ягод Анабарского, Булунского и Момского улусов, уточнение сроков сбора дикорастущих ягод в зависимости от природно-климатических особенностей этих улусов, а также подбор ресурсосберегающих технологий, применяемых при переработке дикорастущего сырья. В общем, все у меня. Спасибо.
Арсен Михайлович, если у вас, значит, возникли какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете задавать. А потом дальше продолжим. Ну, даже не вопросы больше. Спасибо, что пригласили участвовать в методической комиссии. Ну, понятно, что примерно с учетом регионализации тематика сейчас у направления животноводства, она, в принципе, сходная, да, и у нашего института основные направления, они очень сходны с вашими. Очень порадовало, что, во-первых, то, что есть понимание, что не нужно, наверное, сильно завозить сейчас скот, да, и очень правильное решение еще вот на прошлом совещании, это то, что, конечно, очень логично делать сементализированный, например, тип на основе якутской породы скота. Это правильно, вот, методически правильный подход, наверное, абсолютно. Правильно вот это назвали будет, да? Да. Вот. Ну, надо как-то больше сохранять свое, да, а не поддаваться сементалам. Кстати, очень интересно, тоже будет время, хотелось бы посмотреть холмогоров, потому что смотрели мы холмогоров в Архангельской области, и как бы им не пришлось от вас завозить еще к себе, потому что очень много поместного поголовья и сильно поместного поголовья, и оно адаптивные качества теряет к северным условиям. Чем больше крови накапливается этой. Ну, там сильное поглощение. Да, вот. Они привыкли к такому более промышленному технологии содержания. А вот когда сталкиваются с тем, что нужно все-таки адаптированных к условиям севера животных получать, то проблемы возникают. Вот. Но это побочно, потому что основное все равно у нас по коневодству. Очень интересное направление по воспроизводству, по гибридизации. Ну, действительно, это тоже самые такие современные сейчас, наверное, актуальные направления в селекции. Очень интересно, с этим мы тоже столкнулись, с тем, что кормовые добавки, премиксы, во-первых, очень часто содержат не совсем то, что у них в составе написано, то, что они декларируют, показывают, что там достаточная концентрация витаминов и микроэлементов, а когда проводишь повторный анализ, то, мягко говоря, врут они по своему составу. И, конечно, очень важно в каждом регионе смотреть на элементный состав. Вот тоже мы сейчас в АБы эти пробы собирали для этого. А здесь же территория огромная, и вот геохимические провинции, наверняка их достаточно много, и здесь очень интересно дальше в этом направлении двигаться. Вот, так что, с большим интересом все послушал. Вот, большое спасибо, очень было познавательно, полезно. Спасибо, Александр Михайлович. Теперь мы хотели бы послушать вас, да? Вам как будет удобно, оттуда говорить или оттуда? Да, наверное, оттуда.